В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящей пятницы. В студии ведущий Василий Радченко и коротко о темах выпуска. Почти 2000 вахтовиков уже покинули Чииндинское месторождение. Как организованы выездные рейсы? Наши корреспонденты к Дню Победы подготовили большой материал о выдающемся якутянине и участнике Великой Отечественной войны Дмитрии Красильникове. А в Алдане сегодня открыли аллею славы. Ее украшают 7 бронзовых бюстов героев-алданцев. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки почти на 10 700 человек. Тем самым общее количество заболевших вплотную подобралось к отметке в 188 тысяч. Выздоровело на данный момент чуть более 26,5 тысяч пациентов. 1723 человека умерли. Согласно данным штаба, суточный рост составил 6%, что является самым низким показателем с начала вспышки. При этом число выздоровевших за сутки увеличилось почти на 12%. Количество заболевших COVID-19 в Якутии сегодня достигло 437. За сутки выявлено 52 заразившихся, 43 случая в Якутске, более 30 из них – это студенты СВФУ. На сегодня все анализы обработаны, студенты были вовремя изолированы. В связи с этим глава региона выразил уверенность, что этот очаг далее не получит большого распространения. Также больные COVID-19 выявлены в Нерюнгринском, Алданском, Хангаласском и Мегино-Кангаласском районах. Это контактные случаи, в том числе и по офтальмологической больнице. Продолжаются работы по выявлению людей, связанных с этой больницей. Она будет продолжаться. Поручение дано всем районам. До конца эту работу довести. Мы тоже надеемся, что в течение ближайших буквально дней эта работа должна быть завершена. Служебная проверка, как я уже говорил, она закончена. Сейчас идет уже о персональной ответственности и руководителей, и конкретно тех руководителей отделений уже внутри больницы, которые принимали те или иные решения. Также глава сообщил, что более 1800 вахтовиков уже вывезено с территории Якутии. О том, как производится вывоз и какие методы безопасности при этом применяются, расскажет наш мирнинский корреспондент Марфирина Алексеева. Начиная с 3 мая вывезено около 2000 работников, которые завершили свою вахтовую смену. Авиакомпания «Якутия» выполняет рейсы с аэропортов города Мирного и Талакан. Для спецрейсов был разработан особый режим регистрации и досмотра пассажиров. В целях безопасности, для того, чтобы исключить контакт жителей города Мирного с работниками Чииндинского месторождения, было решено проводить регистрацию прямо под открытым небом у борта самолета. Уже сегодня еще 160 работников, наконец, полетят домой. После 18-часовой поездки с месторождения до аэропорта города Мирного работников высаживают у самого борта самолета. На протяжении всей поездки они находятся в защитных масках, очках и костюмах. Они сразу заезжают, пассажиры, и досматриваются непосредственно. И все операции с этими пассажирами производятся у борта. А маршруты следования разные. Вывозятся пассажиры партиями по месту жительства. То есть это был Магнитогорск, Томск, а сегодня Уфа. Экипаж также соблюдает все меры безопасности. Помимо усиленной дезинфекции салона, во время перелета специалисты находятся в специальных защитных костюмах. Команда отмечает, что рады быть причастными к перевозке пассажиров, которые попали в непростую ситуацию. Людей нельзя бросать в беде. И нельзя так отделять чужие, свои. Мы все живем в одной стране и должны помогать. Во время полета мы находимся все в масках, в защитных очках. Конечно, есть небольшие сложности, но это наше здоровье, и мы как-то стараемся не снимать маски во время полета. Несмотря на непростые условия и многочасовую перевозку, настроение и самочувствие у вахтовиков отличное. Сколько вы ждали этого момента, чтобы вас отправили домой? 3 недели, да? Да, 3 недели. Ну, а вообще как настрой? Веселый. Домой. Да, начали вывозить, и настроение появилось сразу. Волнуются, переживают, конечно. Ждут дома. Ежедневно производится несколько спецрейсов в разные регионы России. Вывоз работников планируется производить до 10 мая. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный.
И как нам только что стало известно, в Якутске у предпринимателя вымогали более 2 миллионов рублей. Сотрудники управления ФСБ получили сведения о вымогательстве членами организованной преступной группы, действующей на территории Якутска. Они вымогали деньги у местного индивидуального предпринимателя. Это более 2 миллионов рублей. Бандиты угрожали применением насилия в отношении самого бизнесмена и его семьи в случае отказа от выполнения их требований. 7 мая в рамках оперативного мероприятия на автомобильной парковке на улице Орджоникидзе, дом 20, с поличным при получении денег задержан активный член ОПГ. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», совершенное в крупном размере. В настоящее время обвиняемый заключен в изолятор временного содержания. Глава Якутии поздравил ветеранов и участников Великой Отечественной войны с юбилейной 75-й годовщиной Победы в режиме видеоконференц-связи. В ней приняли участие 23 ветерана из столицы и 7 районов. Айсен Николаев объявил имена ветеранов-фронтовиков, которым были присуждены самые высокие награды и звания Якутии. Так, орденом «Полярная звезда» награжден Петр Конкин. Звание «Почетный гражданин Республики Саха» присвоено Петру Яковлеву, а государственная премия Якутии имени Дудкина в области связи и информационных технологий Алексею Вересовому. От имени всех жителей республики хочу сказать вам самые теплые слова благодарности за ваш ратный и трудовой подвиг. Мы никогда не забудем, какой ценой досталась победа нашему народу, какие испытания пережил народ, но выстоял и победил. В преддверии Дня Победы на одной из самых высоких точек Якутска, смотровой площадке якутской ГРЭС-2, взвилось Знамя Победы. Инициатором установки стал Валерий Баскаров, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования электрического цеха номер 2, также член молодежного совета якутской ГРЭС. Он сказал, что Знамя Победы имеет глубокий смысл. В нем и радость победы, и горечь утрат, и надежда на светлое будущее. Сегодня, поднимая Знамя Победы, мы отдаем дань ветеранам войны и тыла, ковавшим и приближавшим победу ценой собственной жизни. В канун празднования юбилейного дня Великой Победы предлагаем вспомнить выдающегося якутянина, непосредственного участника боевых действий. Его именем назвали улицы. Будучи уроженцем небольшого якутского села, он прославился на весь мир своими научными открытиями и основал целую династию физиков. Сергей Михедов продолжит. 25 октября 1920 года в селе Мугудай Чурапчинского района, в семье, где уже воспитывали 8 детей, на свет появился мальчик. В сложные годы коллективизации никто и подумать не мог, каких высот достигнет этот человек. Звали его Дмитрий Данилович Красильников. Он успешно окончил Чурапчинскую 7-летнюю школу, поступил на рабфак при пединституте. Затем несколько лет работал в сельских школах учителем математики и русского языка. Дмитрий Красильников мог остаться сельским учителем, если бы не вмешалась война. Я остался жив. Выдержал испытания огнем и сталью. Прошел через поле смерти. Выполнил свой гражданский долг, храня честь в чистоте. Упорство, работоспособность и умение видеть наперед. Благодаря этим качествам Дмитрий Красильников стал одним из основателей Якутской школы космофизиков и организатором исследования широких атмосферных ливней, сокращенно ШАЛ, в Якутии. В селе Актемцы Хангаласского района построили целую установку ШАЛ. В ней проводили уникальные исследования. Благодаря успешным результатам якутскую установку начали посещать ученые со всего мира. Приезжали из Японии, Аргентины, Боливии, Англии, Америки, Германии и других стран. Тем, чем он занимался как-то очень увлеченно. Он мог рыбачить всю ночь, ремонтировать машину. При этом приговаривали, физики могут все. Он сам себя образовал. Мне говорил, не важно, Лешка, где ты учишься. Главное, чтобы ты дело делал.
Свою главную трудовую награду, Ленинскую премию в области науки и техники, Дмитрию Красильникову вручили в Кремле в 1982 году, а спустя 3 года, 6 марта 1985-го, Дмитрий Данилович скоропостижно скончался. В этом году, год 75-летия победы над фашизмом, Дмитрию Даниловичу исполнилось бы 100 лет. Он, безусловно, принадлежит поколению тех людей, сильных, на чью долю выпало защищать страну и освобождать мир от фашизма. Вспоминаются слова Николая Тихонова. Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. После себя Дмитрий Красильников оставил множество научных трудов, но самое главное наследие – это, конечно, дети. А всего у Дмитрия Даниловича 3 детей, 5 внуков и 7 правнуков. Прадед Красильников Дмитрий Данилович воевал в составе Первого Прибалтийского фронта и под Витебском победили фашистов. Мы гордимся своим прадедом. Арина Красильникова. Мне 6 лет. Я тоже хочу быть ученым, как мой прадедушка Дмитрий Данилович. Судьба Дмитрия Даниловича Красильникова, история его жизненного и творческого пути, достойна памяти потомков. Даже война, страшная и беспощадная, не сломила, а напротив помогла ему найти в себе силы, чтобы стать доблестным примером для будущих поколений. Сергей Михедов, Владимир Павлов, Якутск. Каждый должен знать, где живет герой. В центральном округе города Якутска проживает 14 участников войны и порядка 250 ветеранов тыла. В рамках всероссийской акции «Здесь живет герой», стартовавшей в 2019 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в домах, где проживают ветераны боевых действий, были установлены памятные знаки. В преддверии 9 мая на этих же домах устанавливаются таблички с именами героев, тех, кто воевал за Родину. Инициатором выступила окружная администрация. Сегодня в Центральном округе установлены более 10 табличек. Также всем ветеранам округа оказывается помощь не только со стороны администрации, но и от жителей города. Ветераны, к сожалению, уходят. Мы в этом году, окружная администрация, решили повесить вот такие таблички, которые говорят о том, что и фамилию, и человека, чтобы люди знали, кто есть кто и кто воевал за нас, кто отстаивал, проливал свою кровь во время войны. Их остается мало, поэтому мы хотим отдать им дань уважения того, что они сделали для нас, для того, что мы живем здесь в данный момент. Дезинфекция общественных пространств началась в столице региона. Сегодня ее провели на площади Победы, сквере Матери и мемориальном комплексе «Солдат Туймады». Общая площадь обрабатываемой территории составляет свыше 31 тысячи квадратных метров. Дезинфицируют силами рабочих Якутдорстрой с использованием поливомоечной машины. По рекомендации управления Роспотребнадзора для дезинфекции используется безопасный для людей и животных препарат. А в Алдане сегодня прошла церемония открытия Аллеи Славы. В сквере Победы установлены 7 бюстов. В бронзе увековечены 7 алданцев, героев Советского Союза. Церемония не стала массовой ввиду карантина, но, несомненно, память о бессмертном подвиге и героизме дедов и прадедов продолжит жить. Татьяна Вахнина с подробностями. День Победы – праздник глубоко личный для миллионов современников. Огненным дыханием смерти война опалила каждый дом. Из городов и поселков Алданского района на передовую отправились почти 12 тысяч человек. Большинство не вернулись домой. 7 алданцев стали героями Советского Союза. Бронзовые бюсты героев-победителей установлены вдоль Аллеи Славы. Торжественная церемония открытия прошла в канун праздника Великой Победы. К огромному сожалению, торжественная часть, она очень сокращенная, привлечено минимум людей, все, естественно, соблюдение требований безопасности. Но событие очень знаковое, я считаю, оно прям долгожданное для нашего города, для нашего района. Это именно память о наших героях, наконец воплощенная в бронзе. Аллея героев располагается по правую руку от обелиска, близ мемориала оружий, открывшегося без малого 3 года назад. Благоустройство Аллеи Славы инициировала городская администрация. Финансовую поддержку оказали предприниматели. Долго искали финансы, тем не менее, при поддержке добрых людей
генерального директора группы компании «Паритет» Суховеркова Василия Федоровича, скульпторов, который сделал нам, узнав, что в Алдане на 20 тысяч населения 7 героев Советского Союза. Сегодня мечта при поддержке жителей города, старшего поколения, приобрела реалию. Опаленные огнем и горем 41 и 45 годы вписаны в историю страны кровью. За победу советскому народу пришлось заплатить огромную цену. Память о бессмертном подвиге и героизме дедов и прадедов продолжает жить. В минуту скорби алданцы почтили молчанием победителей, вновь возблагодарив их за мир и жизнь. И наши герои в бронзе стали на мемориале славы, который будет постоянно обновляться. У нас и намечены планы по дальнейшему благоустройству этого места. Увеличение техники, здесь будет поставлен танк. Подножием постаментов были возложены венки и живые гвоздики. Годовщина победы над фашизмом является одной из важнейших дат. Сотканная из благодарности старшим поколениям и гордости за советский народ, пронизанная болью и слезами, она и сегодня источает запах пороха. В Санкт-Петербурге сотрудники постоянного представительства Якутии вручили ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные знаки и подарки от имени главы республики. Подробности в материале Айсены Бурнашовой. Перед тем, как пройти к ветерану, мы обрабатываем каждый подарок дезинфицирующим средством и организуем передачу на бесконтактной основе. Только так в рамках строгих правил безопасности ветеранам преподносят юбилейные знаки 75-летия Победы и памятные подарки. Из обязательных атрибутов медицинская маска и перчатки. Место встречи – парадная. Дистанция соблюдается беспрекословно. Сотрудника поспредства и ветерана отделяют ровно 2 метра. Спасибо вам за победу. С глубоким уважением, глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Очень приятна ваша забота, ваше внимание. Очень приятно, неожиданно. Спасибо большое. Ольга Васильевна Морозова – ветеран Великой Отечественной войны. Свое детство она провела в блокадном Ленинграде. Как вчера, она помнит бомбежки и сильный голод. После победы молодость она посвятила Якутии. Ольга Васильевна стояла у истоков зарождения Мирного. 24 года она жила в Алмазном крае и работала там врачом. И в преддверии главного праздника 9 мая получить такие памятные подарки ей волнительно и приятно вдвойне. Всего-всего хорошего. И жить под мирным небом. Самое главное. В подарочной коробке вместе с юбилейным знаком Великой Победы расписной самовар. Рисунок на нем словно рассказывает целую историю о том, как провожали бойцов на фронт и о том, как радостно встречали своих героев. В Петербурге 12 якутских ветеранов уже получили свои памятные подарки. Я очень люблю Якутию, конечно. Всегда буду ее любить. Это моя вторая родина, я всегда говорю. Потому что там самые счастливые мои годы прошли тоже. Конечно, сегодняшние обстоятельства не позволяют вдоволь наговориться с ветеранами и обнять героев. Но в условиях пандемии проявить заботу и внимание можно только так. Всего в эти дни сотрудники поспредства встретятся в Петербурге с 34 ветеранами. В основном это жители блокадного Ленинграда и ветераны тыла, которые в течение многих лет жили и работали в республике и внесли большой вклад в социально-экономическое развитие Якутии. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Санкт-Петербург. Авиация завтра покажет высший пилотаж в Якутске. Более 100 самолетов и вертолетов ВВО совершат демонстрационные полеты над городами Дальнего Востока в честь Дня Победы. Полеты в столице республики пройдут в 11 часов 10 минут по местному времени. Однако отмечается, что погода может внести свои коррективы. Завтра ожидается снег и повышенная облачность. И в завершении программы последняя информация о ледоходе на реке Лени. Активная фаза проходит все еще на территории Алекминского и Хангаласского районов Якутии. Уровни воды там в пределах нормы. Подвижки льда в районе столицы республики ожидаются завтра, 9 мая. Также отмечу, что количество камер наблюдения за ситуацией на реке в Хангаласском районе увеличили до 9. Эти кадры будет транслировать и наш телеканал. Будем осуществлять включения не только во время выпусков новостей, но и в течение всего эфирного дня. В остальных населенных пунктах уровень воды ниже измерительной рейки. Отгон скота и лошадей с травных пойменных участков завершен.
Главой муниципальных образований проводятся с охотниками разъяснительные работы о запрете выезда на охоту перед прохождением дохода на островных и пойменных затопляемых участках. Это были главные новости уходящей пятницы. Оставайтесь дома, берегите себя и до свидания.